Вы предлагаете перевести сейчас валютную задолженность, в белорусские рубли и ускорить темпы погашения, пряничек с 29 на 26 год. Может, вы и правы, но я еще раз подчеркиваю, меня настораживает то, что сегодня руководители этих цементных заводов или какой у нас там компания целая, объединили мы, надо, не надо, еще надо разобраться, они спокойно сидят за общим столом президента и чувствуют, что они правы. Вы тут мне пишете, что модернизация, которую мы провели, дала свои результаты, просроченные долги отсутствуют, это хорошо. Но было бы очень хорошо, если бы все было нормально у них. $1 миллиард вложили, идите работайте. Стоимость вывозимого цемента до 40% ниже, чем внутри страны. То есть вы своим людям продаете наполовину цемент дороже половину цены фактически, чем за пределы страны. В результате посредники занимаются реэкспортом, а наши потребители вынуждены покупать импортную низкокачественную продукцию. И мы это сегодня будем льготировать. Почему мы не спросим за это? Или я ошибаюсь? Так и есть. Так есть. Все хорошо. Контролерами отмечаются факты коррупции при поставках государственным предприятиям сырья и оборудования. Но это вообще недопустимо. Поэтому от Александра Александровича Терехова хочу услышать конкретные ответы на следующие вопросы. Что правительство сделало для развития цементной отрасли? Смогут ли предприятия обеспечить стабильную прибыльную работу, если будет принято положительное решение по реструктуризации очередной долгов? Будут ли сами заводы дальше модернизировать производство в требуемых объемах? Почему не можем удовлетворить внутренний рынок цементной продукции? Куча вопросов, которые должны были быть решены.